Ругать сподвижников. То, что шииты сделали, или рафидиты, точнее, сделали в своей религии. Мы скажем, что на самом деле, когда они ругают сподвижников, сподвижники лишь дверь. Лишь дверь. Когда человек ломает дверь, ему нужна дверь? Ему не нужна дверь. Ему нужно то, что за этой дверью. Так вот, сподвижники, они дверь ислама. Поэтому те, которые ругают сподвижников, поносят их, называют их неверующими, они на самом деле ломают дверь, но не дверь им нужна, а им нужно то, что за этой дверью. То есть они хотят опорочить ислам. Поэтому те, которые ругают сахаба, они ругают не сахаба только, собственно говоря. Они ругают, они поносят и порочат посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они порочат религию ислам, ту религию, с которой пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Они порочат самого Аллаха, субхану ва тааля. Итак, ругать сподвижников, оскорблять сподвижников, проклинать сподвижников, это на самом деле ругать самих сподвижников, раз. Ругать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, два. Порочить религию, три. Четвертое это ругать самого Аллаха, субхану ва тааля. Порочить самого Аллаха, субхану ва тааля. Ну, сподвижников понятно. Проклинать сподвижников, конечно, это значит, что самих сподвижников не проклинают. Почему это означает порочить пророка, алейхиссалату вассалам? Потому что это были его асхаб, это были его сподвижники, это были его товарищи, это были его соратники, это были те люди, которым он доверял, те люди, которых он оставил после себя своими преемниками. Хорошо, человек, он на религии своего друга. То есть какой друг у человека судят по этому, какое окружение, какие соратники судят по этому о человеке. Хорошо? И если они говорят, что у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, худшие из людей, они его сподвижники, тем самым они ругают пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Кроме того, с другой стороны ругать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, получается. С какой стороны? Они, получается, обвиняют во лжи пророка, алейхиссалату. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, умер, будучи довольным ими. Он говорил об их достоинствах, он говорил о том, что они в раю, он говорил об их заслугах, об их превосходстве. Получается, что все это неправда. То есть они, получается, считают, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил неправду. Обвинение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во лжи. Это второе. Третье, это значит ругать религию Аллаха, субхану ва тааля. Почему? Потому что кто передал нам эту религию? Кто был тем посредником между пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и нами, и уммой? Кто передал нам, через кого пришел к нам Коран, Сунна, установление шариата, акида ислама? Через сподвижников. Если они ругают сподвижников, значит, то, что они передали, этому тоже нельзя доверять. Значит, это что? Порочение религии. Четвертое, это порочение самого Аллаха, субхану ва тааля. Почему? Аллах послал лучшего из своего посланника, последнего из своих посланников. И дал лучшему из своих посланников тому, чья религия, чей шариат будет до судного дня. Тому, которому была ниспослана книга, которая будет писанием до судного дня. Ему дал соратники самых худших из людей. Те, которые после его смерти отошли почти все от религии, которые были, оказывается, все лицемеры, которые, оказывается, все были вероотступники, аля-язу билля. То есть, посмотрите, какой ужас вытекает из их убеждений. Посмотрите, какой ужас кроется в убеждениях рафидитов. Какой ужас творится в сердцах тех людей, которые считают себя суннитами и не понимают опасности этого. Вот что страшно. И только тогда они вспоминают об опасности равафид, когда равафид начинают кого-то убивать, начинают там кого-то истязать, тогда рафидиты плохие. А когда они ругают сахаба, проклинают жен пророка, алейхиссалату вассалям, называют распутными супруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда они проклинают Абу Бакра Умара, тогда никто не вспоминает об этом, какие они опасные. Это мы отрекаемся от пути рафидитов, те, которые ненавидят сподвижников и которые ругают их.